Витаю вас, друзья. Извиняюсь, что немножко задержался. Сегодня 22 декабря 2024 года. Так, время 21:12 по Берлину и 23 часа 13 по городу Джохару, друзья. Я вас всех приветствую. Так, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо в фашистской России, не ставьте лайки, не пишите комментарии и так далее. Вы все это знаете. Все остальные полный вперед. Но я думаю, сейчас все спят, да? Поэтому будем ждать. Будем ждать. Такс. 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 Валейксалам, Айса. Айса, босс. Амза. Машволь. Сегодня, не сегодня, 20 числа у меня бан прошел с ТикТока. Теперь будем и в ТикТоке проводить. Как думаешь, Украина выиграет? Добро с кулаками, говорит. Конечно же, выиграет Украина. Конечно же, 100% однозначно она должна выиграть, и у нее нет другого выбора, просто выхода нет. Для Украины и для тех, кто воюет, это экзистенциальная война. Либо Украина будет, то есть все патриоты, все лидеры, которые появляются только лишь на войне, они все будут уничтожены, репрессированы и так далее, если начать с ними договариваться и как-то уступать. Лидеры уже выявлены на войне, уже за последние, особенно 3 года они выявились. И сейчас, ну, как происходило с чеченским народом, с чеченским сопротивлением, приблизительно могу рассказать. Вот так же начали сопротивляться 2 года с колоссальными потерями и для российской армии, и для чеченского народа. Вот наше сопротивление тоже потеряло много людей. Но выявились лидеры. Лидеры достойные, которые творили просто чудеса. Закончилась война. Эти лидеры не искушены были в политике. Эти лидеры не знали всех хитростей и так далее. Их начали по одному убивать. Кто-то в аварию попал, кто-то случайно выстрелил, кто-то еще как-то. И вот самые к концу, началу, ну, так называемое перемирие было, да, между Первой войной и Второй. И русские понимали, что у нас мощный такой костяк сформировался военный, весь народ поддерживал русскую армию, она была абсолютно не права, ее не признавали, Россию не уважали, не поддерживали. Они вывели войска, ну, приблизительно как сейчас в Украине. Что бы они ни делали, нужно признать это. Российский народ все-таки не поддержал эту войну. Это нужно признать. В Украине больше поддержали вторжение вот этих оккупантов, вот эти ждуны разные, чем на России. Понимаете? Да, хорошо, когда ты по телевизору никуда сам воевать не идешь, по телевизору смотришь, там Крым отжали, Курск отжали, там что они там еще отжимали. Харьков, Запорожье пытались отжали, потом отбили. А другое дело, когда это уже непосредственно тебя касается, когда ты должен своих детей отправлять на войну, сам идти на войну и так далее. Так вот, в итоге, вот это перемирие, к большому сожалению, я должен признаться вам, друзья, будет на руку
если будет уничтожение украинских военных лидеров, может быть на руку некоторым людям на Западе. Потому что Украина с сильными лидерами, с сильными независимыми воинами не нужна никому. Вы это должны понимать. Все, кто вам помогает, это ваши конкуренты. Они не враги, но они конкуренты. И их устроит любой исход. Любой исход. Россия уже выдохлась, Россия из Сирии ушла. Ну, смотрите, что происходит. Россия полностью уже выдохлась. За эту Сирию она готова была очень многое отдать. Ну вот, смотрите, без боя. Нам сказки какие-то рассказывают, что там нет, там взяли и так далее, там супервоины пошли и захватили Дамаск. Ничего подобного. Вся армия разбежалась, Асад перебрался в Москву, поэтому Израиль помогал, Америка помогала, Турция, конечно же, на территорию вошла Сирии. Поэтому нужны управляемые всем, вы должны это понимать. И если вы хотите остаться независимыми, вы должны стать мудрыми в первую очередь. И вот эти воины, не обязательно командиры, не обязательно там суперлидеры, они это золото Украины. И это золото нужно беречь. А причем это золото, я вам скажу, не с очень хорошим характером. И все равно их нужно холить, лелеять, потому что нет ни одного государства, которое построено без вот этих лидеров, вот этих воинов, которые жертвовали собой, которые совершали чудеса отваги и так далее. Поэтому Украина, конечно же, выстоит, но вы должны понимать, что разные хитрости, которые будут применяться против вас, вы их должны просто знать. Вы не должны обманываться, что там где-то есть на Западе какие-то там супер добрые дяди и так далее. Супер добрые дяди вступили бы в войну и уже бомбили бы Москву, если бы они были бы супер добрые дяди. Нет. Дают оружие так, чтобы оружие, деньги, чтобы, как говорится чеченская пословица, и не дать умереть, и не дать прийти в себя и выйти на солнышко, если так приблизительно перевести эту пословицу. Поэтому перемирие, скорее всего, может быть, но я так смотрю, Путин торгуется, Путин кривляется и так далее. Он понимает, что это перемирие может выйти боком. Я просто все детали, и насколько у вас там внутренняя кухня, конечно же, не знаю. Но я полагаю, что Путин, они, русские, пытаются немного либо выторговать, либо они чего-то знают, чего не знаю я. Потому что если же будет перемирие, войдут английские обязательно, англичане должны тоже присутствовать, я считаю. Англичане первые должны присутствовать. Немцы, конечно же, французы. Вот эти войска, если войдут и станут по периметру между, ну, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо. Хорошо, что хотя бы будет передышка для Украины. И самое главное, у вас внутри страны пятая колонна. Вот КГБ нужно вычищать. Хочется кому-то, не хочется. Вот смотрите, был теракт, ну, не теракт, уничтожение, ликвидация химического Игоря Кириллова. За все это время СБУ проводила акции разные на территории фашистской России. Но никогда она так быстро на себя это не брала. Вот моментально. Вчера суд, какой суд? Несколько часов даже прошло между судом и уничтожением Кириллова. И потом СБУ говорит, да, это мы.
Ну да, хорошо, я уже успел поздравить. Я даже не думал, что я СБУ поздравлю. Но я уже успел поздравить, а потом уже поступает информация, что не так все однозначно. А может, Путин его ликвидировал, а может, Патрушев его ликвидировал. Но почему-то СБУ сразу это взяло на себя. Моментально и суд сделали, и показали решение суда. Скорее всего, это решение суда после гибели могло быть принято задним числом. Поэтому вот эти вещи я вот при всем уважении к украинскому народу, украинским воинам, СБУ нормальным, которые за Украину, я не доверяю СБУ, я не доверяю вот вашим всем русскоязычным дикторам, головам, которые там говорят. Ну просто, я не знаю, вся гибня у вас там сидит. Вся просто. Я украинскоязычные практически не смотрю. А вот русскоязычная — это печаль большая. Россия — это перемирие. Россия — это перемирие нужно для того, чтобы разделить украинцев, как они это сделали с чеченцами. Да, Ичкерия, совершенно верно. С одной стороны. Но если украинцы будут предупреждены, как говорится, предупрежден вооружен, если их союзники в лице Англии, США, какие там еще страны, ну, вся Европа, весь мир Украину поддерживает, ну, основные, которые там есть. Если они не будут мерзавцами и подлецами, по-честному украинцам помогут выкарабкаться из этой ситуации. Если у них нет других планов, например. Мы же не знаем, какие у них планы. Понимаете? Оружие же дают пипеточно. Хотя дают. А украинцы, вам бы пришлось воевать и без оружия. Мы воевали трофейным оружием. С топорами, с вилами. Вот так воевали. Этими коктейлями Молотова. Какое оружие? Даже не мечтали мы ни о каком оружии. Понимаете? Но то, что вам мало дают, да, это, конечно, мало имеется в виду не то, что мало. Я думаю, там оружия много дается. Просто не дается дальнобойное, современное, которое будет лететь куда надо и так далее. И эта война, ну, такое впечатление, что она умышленно кем-то затягивается. Понимаете? Что сделали с Башаром Асадом? Вот то же самое можно сделать было с Путиным. Просто нужно иметь желание. Этого желания пока мы, как говорится, не видим. Ну, по крайней мере, не до конца это видим. Хотя, а так, конечно, Украина выстоит. Ну, куда украинцам деваться? Украинцы очень сильный народ, очень мужественный народ, упертый народ в хорошем этом смысле. И, ну, куда деваться? Вот этих всех ваших, у вас, ну, уже плеяда целая, и полководцев, и воинов, и штурмовиков, там, ну, и разведчиков. Ну, представьте себе, у вас элита формируется. И эту элиту нужно сохранить. Их нужно, главное, не разъединить, вот как Ичкерия пишет, чтобы разделить. Это просто они специалисты. Понимаете? Ни одного СБУшника нельзя подпускать. Даже самого хорошего. Молодец, воевал, вот тебе медаль, иди на пенсию. Все. Извини, набираем новое СБУ. Украинцам, конечно, самим виднее, как это все делать. Но нужно никого, ни одного, чтобы кого брать новых, не были связаны с СБУ. То есть СБУ, КГБ СССР. Понимаете? Это самая преступная КГБ СССР, самая преступная фашистская организация. Она убивала, голодомор она делала, она убивала миллионами украинцев. И эту организацию, при всем уважении к отдельным ее представителям, которые на самом деле за свою страну борются и все такое, эту организацию нужно люстрировать, рассекретить всю агентуру, да, это все чиновники. Понимаете? Так КГБ действует. Вот нету, никого они не оставляют. Все агенты.
Потому что если ты не агент, тебя просто дальше ты не идешь. Не обязательно это вот пошел в ФСБ, написал бумагу, что я иду, или СБУ, что я иду работать чиновником каким-нибудь, министром. Не обязательно. Один период, конечно, приходилось, наверное, писать эти бумажки, чтобы разрешение от КГБ, там, от СБУ, от ФСБ получать. Но потом уже можно и просто вас невзначай просто. Так это делается. Поэтому, конечно, украинцам виднее. И если вы победите внутреннего врага украинца, вы выстоите. А внешний враг, Россия плывет уже. Она на грани просто, на грани. И то, что вот сейчас вот эти заигрывания с ней идут, они ее заряжают. Они ей дают новые силы. Понимаете? Они думают, вот, все, выстояли. Они сейчас на грани паники. Реально, они уже не знают, откуда придет чудо. Они мечтают о каком-то чуде. И я надеюсь, это чудо не Дональд Трамп, о котором они мечтают. Хотя они очень надеются. Очень надеются. И я не понимаю, что происходит. Например, Илон Маск начал поддерживать АФД. Зачем он АФД поддерживает? Здесь немецкая АФД. Это Путин, Ферштейн, просто позорники самые большие. Представьте себе, кто-то на этой земле, хотя вы все поддерживали, весь мир поддерживал Путина, G7, G20. Представьте себе, до сих пор есть люди, которые там хотят с Путиным что-то иметь. С людоедом. С людоедом. Я бы предложил бы ему пожить под бомбежками, которые Россия устраивает. Ну да ладно. Выстоит, обязательно выстоит. Ассаламу алейкум, Асан Борз. Ва алейкум ассалам, Честер Борз. Скажи, пожалуйста, когда Сирия придет в Россию. Николай, я так полагаю, вы имеете в виду людей, которые совершали, против которых совершала Россия ужасные вещи, правильно? Я не знаю, насколько много бойцов из Сирии переберутся, потому что, скорее всего, они сейчас свое государство будут охранять, и у них там много еще проблем и с Хизбаллой, и с Ираном, и с Турцией, и с Израилем, и с США они сейчас выстраивают отношения. Поэтому я не думаю, что много бойцов приедет. Может быть, какие-нибудь кавказцы, может, среднеазиаты приедут, которые там не нужны. Но я полагаю, что российская агентура под видом вот этих исламистов, которые там в большом количестве присутствуют, вот они переберутся и могут начать вот такую террористическую войну, чтобы отвлечь внимание от тех потерь, которые у них происходят в Украине. Полагаю так. Я полагаю, что в следующем уже году в России начнется очень большая, скажем так, диверсионная война. И я так полагаю, ну, исходя из многих косвенных, у меня нет никакой инсайдерской информации, из косвенных что, ну, будет этого, уже все готово к этому, я так полагаю. Я так полагаю, что, ну, я не хочу, чтобы это происходило в моей Ичкерии, потому что мы постгеноцидный народ, мы находимся в заложниках, мы находимся в тюрьме, в концлагере. Ни оружия, ни подняться, ничего у нас нет возможности. Агентура в огромном количестве, как в Украине, можно сказать. Поэтому Дагестан еще, там, Дагестан уже там, ну, полностью вот этой ГБшно-ГРУшной колпаком под этим находится. Поэтому я думаю, в следующем году будут очень мощные, уносящие очень много жизней, я надеюсь, немирных людей,
Очень надеюсь, что мирных людей не будут атаковать. Но я полагаю, что будут диверсионные акции очень мощные. Как-то так. Так, там, где Россия, там беда. Совершенно верно. Спешить не будем, украинцы не дураки. Я очень на это надеюсь, Ичкерия. Не дураки, понятно, но я вижу, что украинцы очень неопытные. Очень неопытные. И не хотелось бы, чтобы они этот опыт набирали таким путем, каким набрали мы его. За эту войну, я думаю, СБУ прошла очень большую фильтрацию. Я тоже думаю, Билал, что большую фильтрацию СБУ прошла. Но, понимаешь, мы не видели громких увольнений, никаких расследований, ни публикации агентуры. Да, может, во время войны это особо так нельзя делать, но и до войны время было. И знаешь, Билал, все чиновники, можно сказать, все, почти все, являются агентами КГБ, СБУ, а значит и ФСБ. Вообще, помните, Калугин говорил, что Украина после развала Советского Союза, чтобы она не ушла, в Украине был центр КГБ. Понимаете? И этот центр был для удержания Украины и для того, чтобы наступать на Запад. Удобно ведь, да, как обычно это делается. Делают не русские, делают не Россия, а украинцы там на Западе терроризируют. Поэтому это центр был. Украина очень важный субъект для фашистской России, для КГБ. Поэтому я думаю, агентуры там, связанными с КГБ. Меня вот не отпускает вот этот вопрос. Убили этого Кириллова, СБУ сразу же и решение суда, и, короче говоря, и берет на себя. А есть основания полагать, что убрали Игоря, химического Игоря, либо Путин сам непосредственно, либо Патрушев. Это его любимое занятие Патрушева, людей ликвидировать. Поэтому вот как-то так. Сирия выбрала сегодня правильную политику. Конечно, Ичкерия, здесь некоторые говорят, что вот там, вот это Хаят Ахрир Ашам там, и вот лидер ее, они там с американцами, с Израилем. Пошли вы все нафиг, я вам говорю. Где вы были, когда там людей гнили в тюрьмах тысячами, там 60 тысяч только там массовое захоронение? Рассказывает там, ой, там он с Америкой, он там с Израилем, он там с Турцией, там туда-сюда. А где вы были все это время, когда народ уничтожался, когда там женщины, дети? Вы видели эти тюрьмы, которые освобождали? Пошли вы к чертовой матери. Это просто ложь, самая настоящая, просто не хватает слов на них. Не понимаю просто, как это вообще возможно. Так, давайте почитаем в YouTube ваш комментарий. Эд, салам, брат. Так, реалити, ты их особо не бань. Пускай там ругаются, пускай говорят. Ты не бань их. Я смотрю, они тут... ничего страшного. Это хайшуя, пусть они таким образом наш канал раскручивают. Наш канал, YouTube канал, он запрещен на территории фашистской России. Обрыв, что ли, был? Ассаламу алейкум, алейкум. Как пришел Путин к власти, так у России были теракты. А россияне как будто ничего не видят. Добро с кулаками. Нет, никогда Путин пришел. Нет, это ошибочное мнение. Дело в том, что теракты были все время. С первой русско-чеченской войны, до начала первой русско-чеченской войны, была такая банда Лазовского, ФСБшная банда Лазовского. Туда
Ну, там, по-моему, был один чеченец, но я точно не могу сказать. Ну, по-моему, был. А так, на переезде на мосту Яузы, там был один уничтожен ФСБшник, который закладывал взрывчатку, и она у него сдетонировала. Троллейбусы взрывали, ну, все это чеченский след, чеченские бандиты, чеченский терроризм. Поэтому нет, это дело не только Путина, ни одного Путина. Это вообще террористическая организация ФСБ. Вот они этим всегда промышляют, всегда этим занимаются. Надо Патрушеву, Бортникову, Кафырову, Путлеру и всем ФСБшников по самокату на Новый год. Да, я тоже удивляюсь, добро с кулаками. Вначале, я помню, где-то, может, даже это на территории Украины было, где они там, ДНР или ЛНР, я вот сейчас не помню точно, по зданию ФСБ нанесли удар. Я тогда даже удивился, думал, о, ты смотри, потому что это настоящий вот источник принятия решений, вот это вот ФСБ. Но больше не бьют. Почему не бьют? Не знаю почему. Договоренность какая-то, что мы вас не бьем, вы нас не бьете. Ну а тогда какой смысл там? Да, по складам бить нужно. А почему не бить по ФСБ? По принятию решения. Вот странная война, на самом деле. Очень много странностей в этой войне. Очень много. Но украинцы, вы должны понимать, вы хозяева, вы играете первую скрипку. Да, конечно, хочется там, что там все вам помогут, решат за вас там и так далее. Но ни в коем случае принятие решения нельзя отдавать никому. Никогда. Вы теряете суверенитет, вы теряете свободу. Если вы же за свободу деретесь. И американцы, англичане, все другие, они как бы вам помогают бороться за свободу. Но если борются за свободу, и они у вас забирают суверенитет и свободу, ну это nicht gut, как говорится, нехорошо. Поэтому вы должны показывать характер, зубы, огрызаться, если нужно. Конечно, вежливо, чтобы помощь не прекратилась, но отстаивать свою позицию. Ни в коем случае нельзя отступать, да, и говорить, вот там. Поэтому все в ваших руках. Все ваше. Вам там нельзя стрелять, я тоже смотрю, нельзя стрелять. Да, нельзя стрелять, но один раз же можно долбануть. Вот там нельзя, там 30. Ну да, долбанул. Ну что теперь, Америка, Англия прекратит всю помощь, если вы там пару раз долбанете по ФСБ? Нет, конечно. Мы хотели, мы стукнули, потому что хотели. Все, вопрос закрыт. Ну, не ваше решение, мы принимаем решение. Там, например, я говорю. Как-то так. Так, друзья, за подарки спасибо. В ТикТок я тут видел. Прислали мне. Огромнейшее спасибо вам, друзья. Алейкум салам, Жавига Машволь, друзья. Россия постарается там создать группировку, и на это клюнут наши бедуины. Ты имеешь в виду в Сирии или где? Где ты, Ичкерия, имеешь в виду? Алейкум салам, не русский. Не русский брат, алейкум салам. Катар и Турция в Сирии сделают канал по продаже нефти в ЕС. На это Россия постарается помешать. Да, Ичкерия, вот обратите внимание, вот зашли в Курскую область. Суджа – это хаб, газовый хаб. Обратили внимание? Всегда, когда идет война, обращайте внимание, где, на чем зарабатываются деньги. А нефть, газ – это, как мы знаем, кровь на данный момент человечества, которое течет по жилам, по венам. Сирия точно так же, как был русский военный хаб, где они через Сирию они продавали еще в советское время оружие, точно так же через Сирию идут большие потоки газа и, возможно, нефти. И вот, смотрите, Суджи, хаб большой газовый. Все, украинцы мощно зашли, заняли. Зашли в Сирию. Сирия – это транзит газа. У них самих немного, но транзит мощнейший через Сирию идет. Все, Россия отметается. А чем Россия начинала войну?
шантажом за газ, что вот вы замерзнете, Европа замерзнет, Украина замерзнет. Ее всего этого лишают. Обратите просто на это внимание. Больше, чтобы она не могла шантажировать. Там четкий план идет. Это не так там, я захотел, пошел туда, там захватил это, то. Там идет стратегический план, который расписывается. Например, флот Черноморский, да и любой другой. Вот посмотрите в Сирии. Моментально все плавающие средства уничтожены Израилем. И, я полагаю, может быть, США. Есть план, все идет по плану, уничтожается. Флот у России не должен быть. Это в первую очередь выгодно, конечно же, украинцам, но и выгодно американцам и Западу. Точно так же это касается газа. Газ полностью берется под контроль. У России не будет возможностей теперь. А сейчас еще Трамп, если и нефть начнет продавать, добывать свою американскую, и уронит цену хотя бы там до 40, как говорят эксперты, долларов, ну все, полгода, и Россия уже будет сосать лапу. Потому что все источники их дохода – это нефть, газ. Поэтому у России шансы сейчас и с ней договариваться, сейчас идти ей на уступку, на мой взгляд, это дать ей новые силы. Но я не знаю, какая ситуация внутри. Может, у украинцев все плохо, может, еще какие-то, ну, как бы нет никаких признаков, что все плохо у украинцев. Но абсолютно стопроцентные признаки есть у русских. Все, выдыхаются, не могут они. Они просто вот нахрапом вот 1000 человек отправляют на смерть. И вот это их все, вот бьются они в этом месте, и якобы они что-то делают. Хотя задействовано 1 000 000 человек, если не больше уже, против Украины. Как-то так, друзья. Посмотрим, что будет. Пока жив чекистский режим, война не закончится, к сожалению, надо Лубянку снести всю. Да, добро с кулаками. Лубянка должна быть демилитаризована. Алейкум шалом людям доброй воли. Дима, приветствую тебя. Шалом алейкум. Ам Израиль хай. Салам Машал, Думахкой. Дели салам Машал, гражданин. Машу, свободный гражданин. Машуэль. Германию атакуют. Да, к сожалению, у нас произошел террористический акт в Магдебурге. Погибло уже много людей, более 200 ранены, еще тяжелые находятся, это еще, наверное, к сожалению, не последние цифры, там около 10 человек уже умерло, говорили, ну, ужас, короче говоря. И знаете, из этой истории что можно наблюдать? Это 100% российский террористический акт, без сомнения, я в этом уверен. Но я, наблюдая за этим, увидел, что у них не нашлось суннита-террориста. Представьте себе, они столько вкладывают, вот, чтобы вербовать суннитов-террористов, но вот у них не нашлось такого человека в Германии, который должен был сделать этот самоубийственный, по факту, террористический акт. Но нашелся вот другой. И достаточно, что он мигрант. Потому что раскачивается тема здесь против мигрантов. И вот нашелся такой вот. Он шиит, суннита-ненавистник, суннитофоб. Как бы в Саудовской Аравии есть шииты. Это для тех, кто там говорит, что там мусульмане нетолерантные, там, 3-10, шииты, сунниты, иудеи, христиане. Никогда не было, ну да, возникали какие-то определенные исторические моменты, какому-нибудь царю какому-нибудь нужно было это, возникали эти споры. Но так эти люди жили всегда. Христиане, иудеи жили при халифате, занимали должности, хорошие должности, они были арабами. И нападавший был антимусульманином, антисуннитом он был. А так он
не имеет значения. Это преступник, который, ну, просто ужасный человек. Как вообще это возможно? Не понимаю. Но вот такой вот акт был. Я полагаю, это не последний террористический акт. Мы об этом говорили, предупреждали. И этот человек, который совершил этот Талеб, он был за АФД, за путинскую партию, был под наркотиками, видимо, для храбрости принял. Поэтому я полагаю, что не найдя вот этого суннита, фанатика, самоубийцы, они использовали человека, который, ну, умирать он не планировал. Убивать планировал, умирать не планировал. И, видимо, ну, посмотрим. Теракты, я полагаю, к большому сожалению, еще будут. К большому сожалению. И все дело в том, что все заигрывают с этим ФСБ и с этой Россией, и с этим Путиным. Шольц ему названивает, ему там нужно как-то власть свою удержать. Ну, короче, вот такие вот вещи. Ужасные вещи. Которые нас сбивают с толку просто-напросто. Приветствую. А разве не везде так работает спецслужба? И как вы видите иллюстрацию? Иллюстрацию я вижу по опыту Польши и стран Балтии. Нужно проводить иллюстрацию. Учитывая их ошибки, их недочеты, проводить нужно так. На России богатым деньги, бедным патриотизм. Да, Саш, абсолютно так. Все только начинается, будет только хуже. Да, Осман, совершенно верно. Вот вы все, ребята, понимаете. Мне можно уже не вести эфиры. Вы все уже в курсе, все прекрасно понимаете. Россия совершала или кто руководит этой страной? Выражайся конкретнее и точнее. Люба Светина говорит. Я не понял, ты имеешь в виду, совершала Россия теракты, ты говоришь? Конечно, Россия это страна-террорист. Она создавалась как террористическое образование еще, когда при Советском Союзе. Вся вот эта ОПГУ, ГПУ, ЧК, там, НКВД, это все террористические организации. Это террористические, международные, мирового масштаба террористические организации. Ваша страна, ваша фашистская русня, это террористическое образование. Вы все живете под контролем террористов. Путин самый главный террорист, вместе с Патрушевым, конечно. Для того, чтобы вы полюбили его с 2% поддержки, который представил его алкаш Ельцин, у которого 2% было, ваши рейтинги, его рейтинги взлетели благодаря тому, что он взорвал вас. Не просто автобусы, троллейбусы по чуть-чуть там, где-то как-то. Массово. 307 человек за 5 взрывов. Ну, 5-й не удался. Говорят, еще там 6-й в Москве должен был быть, тоже не удался. Буйнакск, Дагестан, Волгодонск, 2 в Москве. Дома были взорваны. О чем вы говорите? Вы вообще понимаете, что происходит? Вы живете в доме, который в любой момент, если вашей власти, вашему ФСБ будет нужно, будет взорван. Вместе с вами, вместе с вашими детьми, собачками, кошками, со всей вашей мебелью и так далее. Вы понимаете вообще, русским нужно проводить, СБУ это потом. Русским в первую очередь нужно проводить люстрацию ФСБ. Понимаете? Самые настоящие террористы. Просто там рядом не стоит никакой Усама бен Ладен, никакой там, как его, Аль-Багдади или Маль-Багдади. Рядом просто не стоят с вашими Патрушами, русским Фредди Крюгером, который приходит ночью и убивает женщин и детей, спящих в своих домах. Вот кто ваш Патрушев, кто ваш Путин. Понимаете? О чем вы говорите? Вы просто, ну вот вас убивает ваша власть, она вам ничего не дает, как сейчас Саша тут писал, кроме патриотизма.
И вы идете, убиваете других людей. Вы орки самые настоящие, вы людоеды, вы в режиме людоедства живете. Да, конечно, многие не поддерживают, просто как страусы головы в песок засунули и спрятались. Думают, если не видно, все нормально. А зад-то торчит, все видно, друзья. О чем вы говорите? Ваша страна самая-самая террористическая по сути своей. Не просто там какой-то режим пришел путинский, вот он. Ничего подобного. Вся система устроена так, что вот террористы самые настоящие. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Вы слышали, Путин перестал врать. Да вы что? И когда похороны? Саша, отличный анекдот. Каждый народ достоин своей власти. На России у скудоумного и покойного населения вождем всегда будет подлый лжец. Да, СБУ, может, и прошла люстрацию, но информационное поле явно в люстрации нуждается. Свободный гражданин. Свободный гражданин. В том-то и дело, что вот это информационное поле, оно курируется этим СБУ. Ну, посмотрите, кто такой Киселев. Забрали из российского главного пропагандиста, забрали к себе. У него постоянно сидят все гибнюки. Посмотрите, что творит Гордон. Сам он там пытается не делать, какого-то там другого себе поставил. И, ну, посмотрите, что происходит. Да это ужас просто. Это позор просто. Не просто ужас, это позорище. Это вред. Невзоров, посмотрите, Невзорова пригласили, дали. Позор Украины, Невзоров. Гражданство ему дали. Украине позор за Невзорова, понимаете? Это людоед. Это как если бы мы этого Соловьева в себе пригласили бы в Ичкерию, и он у нас там бы работал бы. А мы говорили бы, у него много подписчиков, да, он там нормально делает. Это архитектор вот этой информационной пропаганды, понимаете? И он работает не на Украину, поверьте, хотя много, может, он что делает на показуху для Украины, но потом в минусе окажетесь вы. Мы так оказывались. Мы так оказывались в минусе. Тоже совершали ошибки, с разных там козлов приглашали. Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Салам, Эд. Салам, брат. Как у тебя дела? Патрушев — это Кощей Бессмертный. Не, Фредди Крюгер. ФСБ атакует Германию. Ха-ха-ха. Где? Ага. Да, ФСБ атакует Германию. Да, это правда. Но, знаете, недолго будет. Вы уже терпение, просто все переходите. Так. На России шел 25-й год. Что думает про Тумсу Абдурахманова, меня здесь Борис Дракон спрашивает, потому что он сейчас опять активизировался, сейчас его там показывают, там он начал снова потихонечку выползать, короче. Это агент российских спецслужб, ГРУ, я полагаю, ну, на Россию, это ФСБ, и ГРУ принадлежит ФСБ. Он занимался прослушками наших бойцов, переводил, значит, с чеченского на русский и является, ну, матерым просто, запатентованным. И его брат, и у него тетя ФСБшница, как это сказывают. Поэтому это такой матерый КГБшник, который представляет угрозу. Понимаете, для всех нормальных людей. Конечно, человек большой преступник. Ну и абсолютно аморальное существо. На России шел 25-й год вставания с колен. Бункерный кремлевский диктатор говорит, что россиянам надо еще потерпеть. В Германии и ЕС будет много терактов. Игиловцы и арабы постараются на славу, говорит Ирина. Ну, понимаете, ИГИЛ — это детище
ФСБ, ГРУ и партии БААС. И там нету посторонних людей, и все, как бы, как говорится, гибнявые. И под флагом ИГИЛ, да, возможно, будет какие-нибудь теракты совершать. Но за всем этим торчат длинные уши фашистской России. Это 100%. 1 000 000%. Я в этом не сомневаюсь. 90% всех терактов на земле закончится, когда ФСБ, Лубянка будет уничтожена. 90%. Наступит, я не знаю, в пустыне потекут реки, где-нибудь в Арктике зацветут цветы, понимаете, после того, как будет уничтожена ФСБ. Кавказ будет свободен так же быстро, как Сирия. Аллаху Акбар, говорит нерусский. Большому сожалению, я не вижу того, что ты говоришь, большому сожалению. Но сейчас планируется на Кавказе сделать то, что сделали в Сирии. Вот я это вижу. Сперва теракты, потом построение исламского государства. К этому все готовится. Якобы никакого исламского государства строить не собираются, потому что все, кто это будет делать, они будут управляться, они будут не независимыми, скажем так. Не независимыми. А потом, да, потом спасители на белом коне, в белом одеянии придут и скажут: мы вас спасли, и Турция придет на Кавказ, то есть НАТО. Мне не нужна Турция в Ичкерии. Я хочу жить свободным, я не хочу быть колонией Турции. Мне что-то не особо это нравится, быть колонией России, потом стать колонией Турции, которая будет нас ассимилировать, как она ассимилировала тех чеченцев. У Турции всегда вела себя, не народ, к народу очень хорошо относимся, уважаем, с большим уважением относимся. Но политика Турции всю свою историю была вероломна и подла по отношению к чеченцам, ну и в целом кавказцам. Поэтому на Кавказе живет много тюркоязычных людей. Они, наверное, захотят, чтобы Турция туда пришла. Мы не против, чтобы они этого хотели, но наше мнение тоже нужно учитывать. Поэтому нам Турция не нужна. Пусть будет в Дагестане, она будет, где угодно будет. А мы хотим объединяться, например, с Грузией. Это наш близкий, братский народ. Там живут наши люди, в том числе христиане, чеченцы живут в Турции, бацбийцы, живут мусульмане, чеченцы, грузины ментально нам очень близки. Поэтому если Армения станет тоже демократическим, правовым государством, то и с армянами мы хотим дружить и строить государство. А с Турцией нет, я не хочу с Турцией. Категорически. Конечно, черкесы наши на Кавказе, которые, к большому сожалению, разрознены. Ну, я полагаю, что это тоже исправляется, эта ситуация, дай Бог исправится. Как-то так. Так, а что же эти Ичкерии в заложниках? Что за вы в Грозный видите? Очень хорошо. Да. Россия создаст нам террор организованный. На это клюнут наши бедуины. Ичкерия, наша с тобой задача, как людей, которые ведем информационную борьбу, разъяснять нашим людям. Разъяснять, не спешать, даже если они ругаются, не надо просто, ты бедуин, ты там плохой, там, ты там радикал там и так далее. Хоть одного нам надо вытащить оттуда. Да, агентуру мы не вытащим. Агентура, у нее сзади стоит там ГРУ, ФСБ, они будут все равно свое толдычить. Но вот простых молодежь, которая смотрит за нами, мы не должны дать им туда попасть, во-первых, чтобы они в их сети не попали. Для этого мы должны быть эрудированы, информированы и сдержаны. Ичкерия, я смотрел, ты там рубишь там направо-налево, как в принципе и я, но все равно нам с тобой обоим нужно быть более сдержанными, даже если они совершают на нас нападки. Потому что это наши люди, мы должны их спасти, вытащить должны. Если они еще этого не поняли, мы им должны объяснить. Понимаешь?
Россия страна фейк, конституция пшик, а президент имеет минимум 3 экземпляра. Нет, нет, один там у них. Нет, у него один. Аслан, оказывается, власть Сирии называли террористов, на самом деле спасатели сирийцев, а власть хуже террористов. Парадокс. Оказывается, власть Сирии называли террористом. На самом деле спасатели сирийцев, а власть хуже террористов. Не совсем понял, но соглашусь. Пастернака не читал, но осуждаю, как говорится. Вчера был удар Хаймерсом по ФСП. Куда? Где по ФСП ударили? Украинцы давно не хозяева на своей земле. Ни своему слову, ни своим действиям, ни своим желанием. Вообще, ни на них американцы думают и командуют. Ирина Приданникова. Какие же вы наглые лжецы, Ирин. Ну вы про нас говорили, что за нас мы тут лежим, там, бамбук курим, а за нас арабы воюют все. Американцы нам там засылают супер оружие, у нас супер там 3-10 и так далее. Сейчас вы на украинцев говорите, какие вы бесстыжие, это у вас нет права, это вы безвольные рабы, понимаете? Из-за вашего безволия идут эти войны. Ваша власть вас боится как огня. И она это продемонстрировала, когда проводила мобилизацию, в том же Дагестане, например. Они рубили заднюю, как только люди начали уходить, понимаете? Вы трусливые, безвольные, абсолютно послушные, управляемая масса просто, понимаете? И вы все взваливаете на украинцев. Украинцы свободные, открытые. Это их союзники, американцы. А что они должны, с американцами грызться, что ли? Кусать руку дающего, что ли? Когда на него брат напал, так называемый брат. Конечно, они будут с ними дружить. Я их сам призываю. Ни в коем случае не портить. Да, отстаивать свою обязательно. Но ни в коем случае какое-то хамство, какое-то пренебрежение. Ни в коем случае, никогда. Потому что там тоже люди. Пошли вы к чертовой матери. Могут сказать. Может, даже повод ищут это уже сказать. Потому что вот здесь уже сидит. Вот эта ваша война, Путин, ваши террористы и так далее. Поэтому не надо нести чушь. Понимаете? Украинцы свободные, вольные люди, и они показали, у них армия развалена была, у них спецслужбы, обратите внимание, там, в Крыму весь СБУ состав перешел, менты некоторые вернулись в Украину, военные вернулись, СБУ почти весь перешел туда, и так далее, и так далее. Начальники там все разбежались, министр обороны разбежался, президент разбежался, все разбежались, а украинцы выстояли. Понимаешь, вопреки всему. И Запад говорил, да, оставьте, ну не надо с русскими ссориться. Вопреки всему выстоял. И эти люди, вы думаете, уступят свою свободу кому-то? А то, что они дружат с американцами, на этих американцев молиться надо. И на англичан, и на американцев, и на этот Запад. Потому что идет война на истребление украинского народа. Понимаете? Женщин, детей. Я вам как чеченец могу, как правозащитник, который все это видел, могу рассказать. Детей за ноги берут, об стену разбивают русские. Вот что русские творят. Понимаете? Это живодеры, это людоеды самые настоящие. Поэтому украинцам нужно с американцами, с англичанами, с евреями, с чеченцами, со всеми дружить и всех уважать. Потому что они сейчас нуждаются очень сильно в помощи и поддержке. Но они абсолютно свободны. Абсолютно свободны. Абсолютно. Да, конечно. Мир так устроен, что государства должны выполнять обязательства, которые на себя берутся. Там много каких вопросов. Но украинцы вам не чита, поверьте. Главное, что США против России, которая убила 300 тысяч чеченцев. А иракцы и арабы пускай сами разбираются. Конечно, мы что, скорая помощь, что ли, всех спасать? Конечно, сами пусть разбираются. При всем при этом никому не желаю ни войны, ни бомбардировок. Абсолютно, 100%. Никому не желаю. Искренне сопереживаю и сочувствую. Но нам нужно думать в первую очередь о себе.
Самая лучшая система – это российский капитализм. Буржуи сыты при нищем народе. Да-да, такая, ой, яркий пример, скажем так. Ассаламу алейкум. Я хожу русу астан, котер юрта, болчарик. Салам машаллах, лос вигар. Аллах ба оту люэль харцу ишуэль. Ва алейкум ассалам. Котер тас бадедич сасагавац. Но на всякий случай, салам машаллу, катер хошкаду, масергаду. Катер вай, масу ночью чаргаду. Был СССР, стал РСФСР, все на убыль. Шаман Кольт. Нет, был СССР, а внутри СССР был РСФСР. Понимаешь? Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. РСФСР перестал существовать вместе с СССР. Появилась так называемая Российская Федерация. Привет из украинского Херсона. Зло будет наказано. Дай Бог, привет, витаю тебя. Ой, смотрите, много сколько комментариев. Друзья, я перемотаю, потому что очень много комментариев. Пожалуйста, пишите заново, что у нас тут в ТикТок. ТикТок меня в прошлый раз забанили. Козлы. И знаете, из-за чего? Я, говоря о кавказцах, что нас называют чурки, там, черномазы и так далее. И вот это я сказал. И меня забанили. Сейчас, может, опять забанят. Я имел в виду, и себя тоже называют. Но меня забанили. Козлы. Сидят, жалуются. Так, ужас. Скажите, объясните, пожалуйста, как разные там гордоны, прочие и так далее. Ну, вот так работает. Вы еще, если не поняли, Симоненко, вы думаете, что вам будут всю правду рассказывать? Если он там за Россию, он будет говорить за Россию. Нет, создают специальные симулякры. Украинцы создают такие же симулякры против русских. Запад создает против. И они создают. Вот такая вот работа. Вы не знали? Вот такая вот работа у них. Россия хочет заблокировать YouTube. Да, да, давно хочет. Я полагаю, что они какой-то момент ждут, чтобы это сделать. Азан, ты знаешь, что режиссер фильма «Чистилище»? Не Нагиев и Невзоров, да, по-моему, было? Невзоров и Нагиев, по-моему, они снимали этот фильм. Амин, амин, Мусейд, амин. Брат ты мой, дорогой ты мой. Ты мой тоже. Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо. Так, давайте почитаем. В ТикТок у нас тоже на комментариев настрочили. И сейчас уже недовольны, наверное. Кипят. Ты из банды Басаева, говорит. Нет, к сожалению, в группе Басаева под его руководством мне не довелось побывать, к сожалению. Но это наш национальный герой, и я очень им горжусь. У него были ошибки, нужно признать. Но я вам скажу, это был человек, который поставил ну, в партер, скажем так, русню. Как же вы его ненавидели? Вы его после смерти ненавидите. Дудаев и Басаев – это два ваших самых главных врага, которых вы хотите просто уничтожить в истории. Потому что без их уничтожения, без уничтожения их имени, самих их убили, без их уничтожения их имени, их памяти,
вы не можете говорить, что вы из себя что-то представляете. Разная агентура, там, псевдо-ичкерийцы, псевдо, там, халифатчики и так далее. Не могут. Ну, они люто ненавидят великого, гениального стратега, гениального диверсанта, легендарного чеченского воина Шамиля Басаева. И мы, чеченский народ, сделаем все, чтобы сохранить их память. Они отдали все, что у них было, ради того, чтобы мы жили свободно. И наш долг сохранить память о ней. И мы сохраним ее. Несмотря ни на что. Всегда у нас. Просто мы все даже можем хаять его, там, плохо, туда-сюда. Это все с него уйдет. Он станет историей величайшим просто воином, величайшим защитником чеченского народа в истории. О нем книги будут писать, о нем сказки будут детям рассказывать, будут песни слагать. Поэтому, к сожалению, мне не удалось быть в его отряде. Но я буду в его отряде, храня его имя, его честь. Вот так вот делать. И это долг каждого чеченца, каждого. Конечно, это опасно в России, кто находится, будьте осторожны. Это здесь можно, там, теракт, там, Беслан, там, 3-10 говорят. Но при всем при этом мы должны понимать, что нашего национального героя только мы можем защитить. Мы должны его защищать, и мы защитим его. В Беслане, операция в Беслане была после 225 школ, понимаете, и уничтожения 300 тысяч наших граждан. Как-то так, да. Так, давайте здесь, ой, настрочили сколько. Вы, видимо, соскучились по мне, я смотрю, да, столько вопросов. Да, если он же сторонник Хамас. Да, ты этого, про террориста Талиба говоришь. Так, друзья, я перемотаю. Асан, сними как горох об стенку. Для них только чеченский Гуантанамо. Совершенно верно говоришь, Аслан. Лайманаз Машвовен. Церц хазгами ждугдин ушсит и қид бюлбелш. Тиллин ютсайн йоқшолц. Бидуинш. Бидуинш бютя. Суна ғасқш бойлош бют муметтер. Уалейк салам мустанг. Аслан, худешу му, дику далбухастам, Устан, далбухастам. Пока очень занят, очень занят. Аслан, яш аш бэркш, юга мод майна. Да. Ничего страшного, умадалурда. Мы теперь умнее, у нас... Смотрите, любое вот это сопротивление, любые там черные флаги, 3-10, должны быть под каким-то руководством. Понимаете, лидер должен быть, лицо какое-то должно быть. Как только это лицо появится, он же некоторые сейчас тут появляются, но пока они еще это не заявляют, мы сразу определим, мы уже знаем, кто есть кто. Понимаете? Когда у нас было сопротивление, вообще нас, чеченцев, не обмануть разными вот этими там сказками и так далее. Мы прошли все, огонь, воду, сейчас осталось медные трубы пройти, и мы их тоже пройдем обязательно. Поэтому... Как только эти лидеры появятся, разные объявятся, будем, мы там за свободу, туда-сюда, мы быстренько определим, что это за человек. Мне самому интересно, какие люди сейчас будут появляться. Сейчас разные движения появляются, надо там движуху навести и так далее. А я говорю, на каком основании вы ее наводите? Вы со своим президиумом, со своей властью решили этот вопрос? Или вы хотите стать властью? Если вы хотите стать властью, вы такие же преступники, как и русские, которые пришли на нашу землю. Поэтому идите, подчиняйтесь своей власти. Наша власть опытная, наш президиум очень много чего знает. Вот давайте с ними что-то решать. И вот от их имени вы будете что-то делать. Все, у меня вопросов нет. Наша власть, вы работаете, я вас поддерживаю в таком случае. Если же вы отдельно это делаете, значит, вы делаете это для Турции, для русских, для Ирана, я не знаю, для кого угодно, но не для чеченского народа, не для чеченского государства. Все, в этом случае вы мне не интересны.
Вы только просто, ну, чтобы убить ради убить, воевать ради воевать, фу, извините, чеченскому народу это неинтересно. Вот как-то так нужно к этому подходить. Асан, кварт, ах, бегуш, бацан. Да, это из-за этого, ничего страшного. Так. Цагичка башу мутацию странник. О, хаизу странник, учу. Хо хаизу, ала, чую, цагичца мекшола, да. Маршал, друг, тебе, да, цведера, баркал. Я не знаю, о чем ты говоришь. Делишь села маршал, Оль. Самая большая угроза для России по отношению к чеченцам — это политически грамотные чеченцы. Да, Ичкерия? Вообще грамотные, опасно. Так, сегодня странник Изовой. У него не хватает сил удалиться. Я ему помогу, короче, он бедолага тут мучается. Все, странника больше нет. Странный был странник, да. Так. России нужны чеченцы-бедуины. Да, очень удобно для России. Германия, Хельчо, Худу. Хевум, да, Цмустан. Задержали, сидит, разбираются. Так, давайте почитаем. Законная власть Ичкерии — это президиум Чеченской Республики Ичкерия во главе с Аядом Идиговым. Но там нету во главе. Там нету во главе. Нам привычно, конечно, так, но там есть не только Алла Дудаева, не только Аяд Идигов, есть другие люди, очень уважаемые, очень умные люди. Просто эти люди в силу известных нам причин не могут, не говорят пока. Но все у нас нормально. Желать поражения нужно, но верить Гордону, который еще вчера в компании Кобзона с КГБшниками тост поднимал, я не стал бы. Свободный гражданин. Да это самый настоящий аферюга. Ну, позорище просто для украинцев, которые вот раскрутили из него там, с политиками второго плана, уже ушедшим в отставку, там, известными легендами. Он брал интервью, там, раскрутился, умеет разговаривать и так далее. Ну, помните, он продавал пирамидки. Понимаете, чисто ФСБшное, КГБшное вот это разводилово. Помните, пирамидки такие, которые там очень помогают, там, и так далее, и так далее. Ну, к большому сожалению, эти люди не дают свободным украинцам пробиваться в информационном пространстве. Они затмевают. Их нужно просто закрывать, эти все каналы, и люстрации подвергать их всех. Мы должны заставить мировое сообщество признать нас, но для этого нам нужны мозги. Да? Асан каш скримш цаеш пауз ююич. Соцакит пауз бокуду. Так. Все достижения Путина — это бесконечный рост цен, рост налогов и штрафов на России, бешеная ипотека, развал всех производств и так далее. Да. И это хорошо, Саша, это очень хорошо. Касается, люстрация, Зоро. Только, так, законная власть Ичкерии. Усама бен Ладен разве признался, что он взорвал башни-близнецы? Нет, Усама бен Ладен на себя этот теракт не взял. Так, я просто честно не понял. Получается, все вокруг ФСБ, кто за РФ и против РФ. Ну, дело в том, что не все, конечно, не все, далеко не все. Но, да, большое количество агентуры работает. Понимаете, пока вы все спали, и я с вами вместе,
Россия расставляла всю свою, не сегодня это началось, не в 2014 году это началось, 2014. Это началось в 1920-24 году, вот 100 лет назад это все началось. Когда создавалось ОГПУ, там, НКВД, ЧК, ВЧК там, и все остальные. Они потомственно передают власть. Они заняли все. Помните, как Ленин говорил, телеграфы, там, порты, там, что там у них там, все средства массовой информации взяты под контроль. Давно обучены уже поколениями. Это не вчера, не 10 лет, не 20 лет. 100 лет это уже происходит. Обучаются дикторы, обучаются журналисты, обучаются там режиссеры, пропагандисты. Все вот это обучается. И все, кто не с ними, он отметается. Еще студентам отметается. Когда я учился на юридическом факультете в Санкт-Петербургском государственном университете, на 3-м курсе нам всем пришли письма из ФСБ. Нас было, по-моему, осталось 6 чеченцев. Нам всем пришли письма из ФСБ. И нам сказали, надо сотрудничать. Я отказался и был отчислен. Кстати говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев был у меня преподавателем, который является агентом ФСБ, по вине которого я был отчислен. Все остальные сейчас занимают посты, я только чеченцев имею в виду, которые согласились сотрудничать. Занимают посты, миллионеры там, один в Питере, другие там в Ичкерии во временно оккупированной, там разные посты занимают. Другой там в Москве, и один еще там в Питере. Все богатые, все успешные и так далее. Добровольные слуги ФСБ. А вот кто не соглашается, его отчисляют. И я был отчислен. И потом восстанавливался в другом вузе и так далее. Заканчивал свое образование. Марс говорит, а что Турция плохого сделала для чеченцев? Почему Турцию ставишь вместе с РФ? Это же все равно, что украинцы говорили бы США и РФ. Ну, нет, не совсем корректно, если США и РФ говорить. Но давайте исходить из того, а что сделала Турция для чеченцев? Хорошего, плохого ты говоришь. Турция всю свою историю была вероломной по отношению к чеченцам. Вероломной. Понимаете? Вместе с русским царем договаривались, ну и так далее. И все то же самое повторяется. Да, Турция, турецкий народ, это вообще не речь не о турецком народе. Каждый раз нужно, наверное, повторять, потому что будут вырезать там, отдельно говорить, если случайно даже забуду это сказать. К турецкому народу относимся с большим уважением. К турецкому правительству и к турецкой власти относимся с большим недоверием. И ничего от Турции я лично не хотел бы иметь, потому что Турция дает рубль, забирает 10. Понимаешь? И Турция империя, которую строит Эрдоган. А я не хочу ничего общего иметь с империей. Турция в прошлом веке, позапрошлом веке, в 19 веке договорилась с русским царем, уже от 2 миллионов осталось 120 тысяч чеченцев, то есть 6% осталось. И мы были на грани полного уничтожения, ну, практически все уничтожены. И Турция сказала, мы примем, поможем там и так далее. Это разгрузить наше население. А это нужно было не для того, чтобы спасти чеченцев, а для того, чтобы от набегов там, курдов, кто там еще враги были Турции, нужно было посадить чеченцев, и чтобы такой форпост сделать. Империя свои планы простроила. На чеченцев было плевать. Халифат, там все такое, да, мы все же помним. Мы же помним, что был великий халифат, великая турецкая Османская империя. Так вот, эта великая Османская империя за все это время не помогла. Мы 100 лет с русскими воевали, 100 лет. За эти 100 лет халифат не принял нас в свои объятия. Понимаете?
как в НАТО принимают. Ну, это грош цена этому халифату и так далее. Хотя имам Шамиль, другие просились, давайте мы там вместе с вами как-то туда-сюда. Видимо, нужно было нас сделать, поработить, чтобы мы стали. И сейчас Турция этого хочет. Турция не делает это для чеченцев, что сейчас она собирается делать, и там она готовится. Она делает для себя, для своей империи. А нам не интересно, мне лично не интересно. Я передаю всем чеченцам, запомните, Россия покажется цветочками по сравнению, когда придет Турция. Во-первых, потому что будет тотальный контроль, а во-вторых, под видом мусульман они нас начнут отуречивать. Они наш язык отуречивают. Посмотрите, что стало с чеченцами, которые ушли туда. Посмотрите, что стало с чеченцами, кто живет в Сирии. Посмотрите, что же с чеченцами, кто живет в Иордании. В Иордании чеченцы остались чеченцами. В Турции, ну, мало кто говорит даже на чеченском языке. Отуречивали всех. Поэтому мне не интересно это. Я не хочу, чтобы мой народ Турция поглотила под видом ислама там, и там, сделала. Русские хотя бы не мусульмане были, и у нас всегда граница была, и они не могли нас полностью ассимилировать. Хотя тоже, они, в принципе, не старались. У русских другой метод. Они просто силой уничтожают. Турция делает хитростью. А мы, чеченцы, попадаемся на эту хитрость, к большому сожалению. На лесть, на красивые слова, А это умеет Турция делать. Поэтому мне не интересна Турция. Да, Турция планирует, есть чеченцы, которые поддерживают Турцию. Все это есть. Но эти чеченцы, кто служит в турецкой армии, в турецких спецслужбах, они присягали Турции. А я служу его величеству, господину чеченскому народу. Поэтому вот эти офицеры, вот эти чеченцы, которые там служат, они должны нас спрашивать. Как Гарри Табах, видели, когда с израильтянами разговаривает, он говорит, ваша страна, вот вы, ваше решение, вы должны. Офицер, большой офицер, один из немногих, если не единственный, ну, наверное, не единственный еврей такого большого уровня, достигший в американской армии. И все равно он говорит, да, это ваше, да. Поэтому вот если вот эти турки, вот эти турецкие офицеры, чеченцы, там другие, третьи, будут уважительно относиться, будем разговаривать, это не враги. На уровень России я не ставлю Турции и не могу ставить. Но я могу сказать, что мне лично не интересно, чтобы под видом добрых, хороших нас ассимилировали и растворили. Спасибо вам. Спасибо. Когда все над нами сделали, когда над нами совершили геноцид, нас уничтожали на протяжении всей истории, когда мы ослабли, и потом нам скажут, ну, мы вас забираем. Я сказал бы, только забанят меня, да, что нам это. Нам это не интересно. 400 лет против Турции воевали. Будем 400 лет против России воевать. 400 лет против Турции будем, если это понадобится. Чтобы так понимали, и в Турции понимали, и в Америке, и везде понимали, что мы не согласны становиться чьей-то колонией. Мы не для этого боремся. Мы хотим гарантии безопасности, что наша культура, наш язык, наш уклад жизни, он будет таким, каким мы его видим. Понимаете? Мы свободные люди, и мы хотим таким его видеть. Как-то так, друзья. Так, Владислав уходит навсегда за свою эту бред собачий. Если бы ты не был бы гибнюком тупым, ты бы вот эти вопросы мне тут не задавал бы. Уходит, что любой, кто заявляет о себе как о власти, помимо президиума, является незаконным бандформированием. Ну, если это вооруженные люди, то они, да, они незаконным формирование, да, они являются незаконными. Совершенно верно. Любые, кто заявляют, там, мы, там, третье, десятое, нет. Конечно, да, совершенно верно, ты прав. Это бандформирование.
Так, друзья, я перемотаю много комментариев и почитаю здесь. Армения, Чечня, братья, говорит, охотник за головами. Армения демократическая, не пророссийская Армения. Welcome. Herzlich willkommen, как говорят немцы. Добро пожаловать. Ты прав на 100%, говорит. Даня Дудаев. Вы армян уважаете? Мы уважаем всех, кто не отказывает нам в праве на нашу свободу и не является пророссийским, ну, ПГБшным. Всех уважаем. Хотим со всеми устраивать отношения. С армянами хотим устраивать отношения. Армяне сильный народ, их много, по всему миру они. Хотим, конечно, но не хотим выстраивать с теми, кто нам помогал нас уничтожать и кто является пророссийским. Строго нет. Остальные добро пожаловать. Уважаем всех. Любим, уважаем всех. И антияхуд бошик. Мечауй, гушмавать. Вайтаряйся. Забанил ты его? Отлично. Антисемитизм сразу баньте. Антисемитизм, чеченофобию, американофобию. Сразу, без разговоров. Баньте. Украинофобию. У тебя каша в голове. Ты определи, кто твой враг и друг. Говорит Марс. Марс, у меня нет каши в голове. Я очень хорошо знаю. Знаешь, у нас у чеченцев есть такая пословица. Мужчина или джентльмен, хонох, это рыцарь, если приблизительно перевести, или джентльмен. Не тот, кто смел и отважен, а тот, кто знает, кто его враг. Так вот, я знаю, кто наш враг. Понимаешь? Так. Нет, исламофобов тоже банить, конечно же. Спартак, и тебя, как главного исламофоба, я тоже забанил. Конечно, исламофобов тоже банить. Чужды. Чужды. Ты КГБшник, сразу про ГРУшник, да, сидишь, твой враг ислам, говорит. Это любимая их тема, меня так задевать, чтобы там говорить. Спрятался под ник. Ладно, вы уже не интересны, вы мне уже не интересны. Ваши приемчики уже я выучил, не интересно. Я курд, уважаю чеченцев, они тоже борются за свою свободу. Я чеченец, курд, и уважаю курдов, которые борются за свою свободу и страну. Про русских курдов не уважаю. Всех остальных курдов, хоть это они коммунисты, кто бы они ни были, они имеют право, пусть построят что угодно на своей земле и что угодно. Не хотите с ними торговать, не торгуйте. И все. Оставьте их в покое. Надоест им это, что у них нищета, плохо, они уберут этот коммунизм или еще что-то сделают. Поэтому большим уважением отношусь ко всем курдам, кто борется за свою свободу. Желаю вам свободы, желаю вам своего государства, желаю, чтобы вы жили нормально, развивались и так далее. Так. Путин хочет движуху, мы им устроим движуху. Да, там уже идет движуха. А россиян все одинаково, какая бы ни была приставка. Курды не могут претендовать на чужие земли. А что, они претендуют на чужие? Курды — это самый большой народ, который не имеет государства. Их там десятки, 40, по-моему, миллионов. Представьте себе. Да, их в разных государствах они живут. Но свое государство, маленькое государство хотя бы у них должно быть. Весь мир обязан дать им это государство, понимаете? Да, пусть под контролем, чтобы они там
свой коммунизм нам не распространяли. Там есть и не коммунисты, и демократы, и мусульмане, и разные там есть. Это огромнейший народ, который очень сильно ущемлен в правах. Очень сильно. Не как чеченцы, конечно, массово их не истребляют, но и массово их истребляли тоже. Поэтому вот эти вещи, там, империи Турции не хочется, чтобы курды имели государство, потому что, я так полагаю, очень много плохого сделали курдам. И у курдов память хорошая, они, наверное, помнят все. Поэтому этого боятся. Но я не понимаю, почему у курдов не должно быть свое государство. Почему у турков оно должно быть, у русских оно должно быть, а у курдов оно не должно быть. Я не согласен с этим. Шихалцадыч, Палестин, защищать Бешвик, лицемеру, тишмиуац. Конечно же, совершенно верно, Ичкери. Абсолютно. Абсолютно. Шихалдиц, бахацабяш, не халдыч, буаш, да? Шейнак дица цабя. Так. Аслан, кто бы что ни говорил, Хармот Бюч, Маттаз, я усал, Хабарш, я Амилш, Цадин, уважаю, да, Сидуэла. Дересвар, Камайсуальник, Ола, Камайсуальник. Это мне стоило многих усилий, ждать нога. Полностью ты дадал двогам дома, но мама увидит, будут проблемы, парму отбиться. А в чем ты не уважаешь российских курдов, говорит? Смотрите, российские курды, есть российские ингуши, есть российские дагестанцы, которых я уважаю. Есть российские, я просто не знаю российских курдов. Я имею в виду, если они за Россию, за империю. Вот о чем я говорю. И они не отказывают нам в праве на наше государство. Вот таких курдов нету, вообще разницы нет. Курд, там, армянин, чеченец, там, ингуш, нет разницы. Вообще ноль разницы. Всех уважаю. Но есть курды, которые пророссийские, понимаете? Есть банды, деда Хасана, наверное, слышали. Это очень большая сеть, абсолютно КГБшная, как кадыровцы. Такая группа, которая действует в самом курдском обществе против курдов, против курдского общества, в интересах фашистской России. Поэтому вот этих я имел в виду. А так, какая мне разница, паспорт какой у него? Главное, чтобы он был человеком. Валлай, думала Чина, Сандерес, Вульчестер. Хоть Мичеру, соцэра Нохчичурух. Чеченская республика Ичкерия, да, навеки вечная. А так, Которю второго. Почему тут Россия? Причем тут Россия? Оставь в покое. И так без вас проблем хватает, говорит Роман Бзожускас. Бжозаускас. Да, у тебя что-то не русский ник у тебя. Очень хорошо, что у вас проблем хватает. Я желаю, чтобы этих проблем было в 1000 раз больше. Я очень этого желаю. И я тебе гарантирую, я оставлю Россию в покое, как только последний русский сапог покинет, военный сапог покинет мою землю, мою страну, и возместит все, что вы нам причинили вред. За убитых, за разрушенных, за все, принесете извинения. Вот тогда я вас оставлю. А так зайти на чужую землю, 1000 лет это наша земля была. Какие-то ублюдки родились в ублюдочное там, зачали где-то в ублюдочном состоянии, ублюдочное вырастили и отправили ублюдочно умирать на мою землю. И теперь она стала их землей, потому что там какой-то насиновали, зачатый ублюдок умер, уничтожен. Поэтому убирайтесь с моей страны, и все, никаких вопросов. Да. Чужие территории захватывают, и не говорите о нас. Да пошли вы к чертовой бабушке. А татарам и башкирам тоже желаешь независимость? Конечно, желаю. А почему? А чем татары, башкиры отличаются от других? Я всем желаю независимости. Они должны сами этого желать. Конечно, желаю. Очень желаю.
Татары, это башкиры, это очень хороший, мудрый, сильный народ. Конечно, я им желаю. Да, тюркоязычные. И прогноз у тебя хороший, и курс правильный. Баркалвольник, да и резко. Давайте, что отдадим курдам? Полкуска отдадим курдам? Ты Чечню, что ли? Ичкерию? Давайте отдадим. Почему это Ичкерию мы будем отдавать? Маленькую Ичкерию. Давайте, у курдов есть земля своя. Да они пусть там живут. Просто дадим им условия. Они же люди, правильно? Мне кажется, отказывать в праве людям, у которых есть своя земля, это обязательно условие. Свой этнос, своя культура, язык и свое правительство, не агрессивное, нормальное. Международное право говорит, что эти люди имеют право на свое государство. И какие-то мерзавцы, потому что у них есть армия, у них есть сила, они им просто отказывают. Им удобно просто, понимаете, тренировать свою армию, чтобы она не разлагалась. Надо, чтобы она постоянно воевала. Нужен противник не сильный, который не победит тебя. Ну и чтобы ты так терроризировал, и тренировал свою армию, медальки получали и так далее, и так далее. Да, это есть. Поэтому, причем здесь моя страна и Курдистан. Пусть живут курды как хотят. Я тоже желаю проблем России. Шиз, ты не представляешь, какие у них, они еще даже не начались у них. Они говорят, у них проблемы. Они даже не начались. Даже не начались. Но скоро начнутся. Настоящие проблемы начнутся. Кто ты такой, говорит Соло Пабло? Я обычный человек. Баркал Шибуго и свой Эрдоган. Не понял я ничего. Я чеченец, очень уважаю Америку и хочу, чтобы Америка пришла на Кавказ и чтобы мы жили в союзе США. Говорит Свободный гражданин. Чеченцы уважают всех, кто не отказывает нам в праве на независимость. Прежде чем задать вопрос о том, как чеченцы относятся к той или иной нации, ответьте себе сначала сами, как вы к нам относитесь. Отлично сказано, свободный гражданин. Курды очень плохо живут в Иране, Фаиза, Туркестане. А у евреев должно быть свое государство. Конечно, должно быть. У евреев оно есть, оно должно быть, и оно будет 1000 лет. Понимаете? 1000 лет оно будет. Вы больше не будете сжигать евреев в печах. Понимаете? Странно, да? Казалось, торговцы какие-то там, да, будем сжигать, уничтожать. Все беды, удобно бить. И знаете, когда бьют, ведь хочется, бить слабого, чтобы не ответил. И плюс, чтобы еще ты пользу из этого извлек. А значит, если это еще и богатый слабый, супер просто. Это же под видом защиты интересов можно поураганить, пограбить и так далее. Как с евреями происходило. Они трудолюбивые, они сплоченные, добывались больших высот. В халифате они жили, высоты большие занимали, посты большие занимали. Везде, где они были, они всегда могли обустроиться, никому не мешали, изучали местную культуру, язык, фольклор и так далее, и развивались. А потом приходил какой-нибудь там лидер какой-нибудь страны, например, как это было в Германии, а ему нужны деньги, ему нужна поддержка. Ну и, конечно же, направить всех этих своих нациков на кого-то. А кого? Евреи, конечно, очень удобно. Все это закончилось. Увы и ах, извините. Придется терпеть. А земля у евреев написано в Коране, что это их земля, понимаете? Все, кто говорят против что-то Израиля, вы говорите то,
Сионисты, сионисты, сионисты там рассказывают. Везде есть сионисты везде. Конечно, есть везде сионисты. Любой человек, который признает государство Израиль, а оно в ООН зарегистрировано, как мы знаем, имеет место в ООН и является полноценным субъектом международного права, все сионисты, понимаете, потому что Сион – это гора в Израиле. И евреи собирались на свою землю, и это называлось вернуться к Сиону, к этой горе Сиону. Как мы сказали бы, вернуться на Кавказ. Понимаете? Мы кавказцы, они сионисты, сионовцы. И сидят, сионист. А что такое сионист, никто не знает. Никто не объясняет, что такое. Сионист – это такой с клыками, с рогами, там съест. Вот так представляется. В Коране написано, возьмите Коран и почитайте. Вы, что это сыны Израиля. Понимаете? Сыны Израиля, вот эти люди. Понимаете? Это их земля. Никто не может им в этом праве отказывать. У курдов, у чеченцев не указана земля в Коране. А у Израиля, у евреев указано. Понимаете? Я такой текст написал, сейчас я его, наверное, вам не прочитаю, нужно было бы его на самом деле прочитать. Я привожу там цитаты из Корана и так далее. Вот смотрите, очень хороший пример. Чеченцы, в Коране сказано про ассалам алейкум, мир твоему дому. В 2 аятах упоминается про салам. Салам, мир твоему дому. Салам алейкум. Но нам рассказывают ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это там я желаю мира тебе, там твоим, всем, кто последовал пути Аллаха, пророкам там, и так далее. Это очень хорошо. Но в Коране не сказано, что так длинно надо говорить это приветствие. И нам рассказывают, что если ты не говоришь это приветствие, то ты не ваххабист. Все, ты не мусульманин, как бы не из нашей конторы, не из нашей там группировки. Но в Коране не сказано, что так длинно надо говорить это. Но есть другое, что сказано в Коране. В Коране есть 114 сур. И 113, кроме суры покаяния, начинаются с аята «Бисмиллахи рахмани рахим». Во имя Аллаха, милостливого и милосердного. Обратите внимание, задумайтесь, как нас обманывают. Во имя Аллаха, милостливого и милосердного. Главные признаки, главные черты Аллаха – это милостливость и милосердие. То есть он не говорит милостив и милосердный к мусульманам, к чеченцам, курдам, к армянам. Он этого не говорит. Он говорит, что Аллах милостлив и милосерден. Ко всему сущему, значит, на земле. Он же все это создал. Это его основные атрибуты, основные признаки, характерные черты, главные черты. Фундаментальные черты Аллаха – это милостливость и милосердность. И каждый раз, чтобы дебилы разные не забывали, каждая сура начинается, и внутри разных сур упоминается про милостность, про доброту, про милосердие Аллаха. Но вот эти люди, которые длинно говорят «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату», обратите внимание, в Коране этого нет. Есть про «Салам алейкум», а «Ва рахматуллахи ва баракату» этого нет. Это хорошо, если человек говорит. Ничего плохого в этом нет. Но этого нет в Коране, что это обязательно нужно сказать, или же то это вот такое. Хотя не обязательно, там в Коране не сказано «всегда говори салам алейкум». Ты можешь сказать «добрый день», «дедик дуайла», «гутен так», что вот так можно говорить. Это не запрещено, нету запрета на это. Просто тогда упоминается салам, приветствие. Пожелай мира человеку, с кем ты встречаешься. Но в Коране сказано «бисмиллахи рахмани рахим». И 113 сур начинается, каждое действие мусульмане начинает с этих слов. Во имя Аллаха, милостливого и милосердного. Так вот, те, кто говорят этот длинный салам, забывают сказать про милостивый и милосердный. И говорят не бисмиллахи рахмани рахим, а говорят бисмиллах. То есть во имя Аллаха. А значит, он может быть
гневные, суровые, жестокие, милосердные же не говорится. Обратите внимание, подмена как делается. То же самое касается евреев. Нам рассказывают, что евреи прокляты там и так далее. Когда ты начинаешь разбираться, спрашивают, за что вы евреи? Ну почему вы так говорите? Аргументов нет. Аргумент только один. Советская, коммунистическая Россия воюет против Запада. И единственной демократической страной и копьем, острием копья оказывается Израиль. Вот у них нет выбора. Или им утопиться, погибнуть и потом сгореть в печах оставшимся. А я не сомневаюсь, что любители на это найдутся очень сильно. Либо сражаться. И основной вот предъява, которая делается, они прокляты, говорят. Обратите внимание, это очень важные моменты. Это просто капля лжи, капля в этом огромном океане лжи, который я вам пытаюсь рассказать. Просто вы задумались, простые вещи. Бисмиллахи рахмани рахим сокращается до бисмилла, хотя 114 из 114 сур, 113 это говорится. Ассаламу алейкум ва рахматуллах говорит, чтобы отделиться от других мусульман. Если ты не говоришь длинный салам, все, ты пошел к черту, ты не наш. Если ты не говоришь бисмилла, то тоже ты подозрительный. Хотя в Коране специально же написано бисмиллахи рахмани рахим, во имя Аллаха, милостливого и милосердного. Претензия к евреям, которые высказываются, я не мог понять, за что вы там. Говорит, они прокляты. А где, в чем прокляты? Дело в том, что когда Моисей выводил евреев, людей из Египта, он отлучился и сказал, вот там, не поклоняйтесь никому, там, кроме единого Бога, там, и так далее. И когда он вернулся, они поклонились там, потому что у них они были нищие, голодные, уставшие, и сломались. Кто-то, не все, далеко не все, некоторые, поклонились золотому тельцу, типа материальным благам, там, пище, еде и так далее. Он вернулся, и те, кто поклонился, они были Богом прокляты. Обратите внимание, это все в Коране говорится, я ничего не выдумываю. Я, может, не точно, не слово в слово цитирую, но вы все это можете проверить. Очень легко. Под запись говорю, вы все можете проверить. И когда он вернулся, он начал молиться за тех, кто отступил. И некоторые покаялись. Не все, некоторые покаялись. И Моисей, тоже еврей, обратите внимание, Муса пророк, еврей, он не поклонился тельцу. Значит, мы хотя бы должны разделять евреев, которых Бог проклял. Нет всех, как бы говорит, потому что это КГБ говорит. Понимаете? И тупые просто повторяют за этим КГБ то, что им уложили в голову. Еврей, Моисей с другими евреями делали наставление другим евреям, которые еще не стали иудеями. Понимаете? Не только религия, только появляется вот это послание Божие, только идет, сколько ошибок совершать. В исламе алкоголь пили люди, пока не пришел аят, что это запрещено. Хотя уже был пророк Мухаммад, мир ему. И он с этим, Моисей, с этими людьми, которые покаялись, которые отказались от золотого тельца, то есть поклоняться деньгам, там, материальным ценностям, пошли в землю обетованную, сегодняшний Израиль. То есть те, кто не поклонился золотому тельцу, и те, кто потом ошибся и исправился, а Бог милостлив и милосерден, запомните это. Он прощает многие грехи, возможно, все. Главное, искренне покаяться. И вот эти люди пришли в Израиль и жили там. И все сражения, все их гонения, все их убивания, все происходило в Израиле. И их изгоняли из этого Израиля. Это их земля была 1000 лет. Это только идиот может этого не понимать. А скажите мне вы, тот, кто там осуждает поклонившихся 3000 лет назад золотому тельцу, людей каких-то, вы сегодняшние мне, сколько раз вы продавали свою совесть, сколько раз вы где-то врали, где-то воровали, где-то там что-то делали, сколько раз. Это то же самое, поклониться тельцу. Но настоящие поклоняющиеся золотому тельцу, деньгам, там, власти, материальным ценностям, это вот КГБ. Все КГБшники, генералы, их бог деньги.
Они готовы на все. Вот война против Украины, вот 1 000 000 дают, 3 миллиона дают. Это же все за деньги. Вот кто поклоняется. А евреям дана эта земля. Они не прокляты. Прокляты были те, кто поклонился. И речь не об этносе. Еврей это, чеченец, не об этносе. Это пример для всех людей. Бог не делит людей на этих, на этих, на этих. Он нас создал разных национальностей, цвет кожи, только чтобы мы различали друг друга. Только лишь для этого. А так мы для него все едины. И кто пришел в Израиль, сегодняшний Израиль, на землю обетованную, это люди, которые не поклонились золотому тельцу. Они не прокляты. Те, кто прокляты 3000 лет назад, там же остались. Их Муса, Моисей с собой не взял в землю обетованную. И это нагло искажается и преподносится там какой-то бред собачий. Понимаете? Христиане и мусульмане являются людьми Писания. Аль-Катиба называется, по-моему, это в арабском языке. Это все люди Писания. Кто поклоняется, кто считает, что есть один Бог, это единобожники. И все эти единобожники, и христиане, и иудеи, все их пророки, посланники, нами признаются. Они не признают Мухаммада. Но мы признаем их всех. Хотя там кто-то говорит, что там Мухаммада признают, потому что наша религия самая молодая. После христиан, после иудаизма, после христианства пришла. Это же нужно знать. Это же простые вещи. Это можно открыть Коран. Сейчас есть интернет. Можно все почитать. Кто выступает против Израиля, ну, скажем так, иудеев, живущих, там, может быть, разные евреи, могут быть хорошие, плохие, это мы не говорим. Мы говорим с точки зрения божественной. Все, кто выступает против существования евреев на своей земле, те являются противниками того, что говорит Коран. Вы можете это понять? Я вас немного ошарашу, но это так. Понимаете? Мы должны быть за Израиль, мы должны быть за евреев. Нормальных. Там разные есть. Пророссийские есть, которых я не уважаю. Исламофобов не уважаю. А остальные все herzlich willkommen, как говорится. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Так. Все, ты жик, ты, говорит. Ичкель, говорит, теперь все, ты еврей. Да, мне и так говорят, что я еврей там и так далее. Да, пусть говорят. Но я говорю правду. Я готов доказать это. Я вот писал текст, я его выложил везде у себя, в Фейсбуке, в X, там, в YouTube выложил. Почитайте, зайдите, почитайте. На английском я написал, на немецком перевел, написал. Прочитайте, как они манипулируют. Евреи, те люди, с которыми нам, чеченцам, в первую очередь, нам нужно очень близко дружить. Понимаете? Им нужны мы. Нам нужны они. У нас одинаковая история, трагическая, тяжелейшая история. И как и евреи, мы, чеченцы, хранители древнейших традиций, древнейшего кода. Мы, чеченцы, несем. Я намного думал над этим. Мы очень яростно защищаемся и не ассимилируемся. И мы несем нашу культуру 1000 лет. И также евреи. И страдают за это. Не ассимилируются, не становятся там немцами, там, французами, русскими. И за это евреи страдают. Так же и мы. Валейк салам, Саша. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас в Берлине? Почему палестинцы скачают свои права там? Татьяна, ну здесь свобода слова. У нас государство настоящее. Вот видите, я могу все, что... Я на Меркель могу говорить, я на Шольца могу говорить. И мне ничего не будет. Ничего не будет, понимаете? По крайней мере, не было до сих пор ничего. Поэтому, да, здесь свобода. Да, Израиль очень жестко отвечал в секторе Газа.
Да, маленькая территория, все эти подземные вот эти коммуникации сделаны под жилыми домами, под больницами. Это факт, мы это видели. Но когда идет ответка, когда уничтожается террорист, Хамас, то в это время гибнут люди, мирные люди. А у России есть право вето в ООН. Россия все это в ООН манипулирует, разжигает всех арабские страны, собрав Натаньяху, ордер на Натаньяху выдали. За 25 лет войны уничтожения чеченского народа ни одна арабская страна, мусульманские лиги, сколько их там, этих бездельников сидят, никто не объявил, ни Запад не объявил Путина террористом. За настоящий, не то, что там Израиль сделал в секторе Газа. Да, там превышения были, я так полагаю, пусть это суд разбирается. Но в Чечне был настоящий геноцид. Евреи не убивали арабских палестинцев только потому, что они арабские палестинцы. И по этническому признаку. А русские убивали чеченцев только потому, что он чеченец. Прямо по телевизору их генералы, политики от 10 лет до 65 все бандиты. Женщина террорист, она родит бандита. Вот так, прямо по телевизору говорю, у нас уничтожают. Ничего не было. А почему так быстро с Натаньяху быстро решили? Потому что ублюдки все сидят. И в этой Гааге сидят, и везде, и в ООН сидят, и везде сидят. И свобода слова, как говорится. У него очень сильные, мощные рычаги, но я надеюсь, все становится у них хуже, хуже и хуже. Хуже, хуже и хуже. С чем я вас всех и поздравляю. На этой прекрасной ноте, друзья, я хочу закончить свой стрим. Зачитаю комментарий Ичкерии. Ни один сторонник Хамаса не призвал их отпустить заложников. Да, кстати говоря. И знаешь, ни заложников они не призывали отпустить, ни те, кто защищает вот этих секторов. Нужно защищать. Нужно, чтобы Израиль не нарушал международное право, правила ведения обычаев войны. Это обязательно для всех. И для чеченцев, и для евреев, для цахал, для всех. Но когда вы говорите, что евреи совершают какие-то преступления на территории сектора Газа, ну скажите, что убили евреев 1200, женщин, детей, безоружных. Вот это скажите. Осудите их и скажите и это. Тогда вы будете объективными. А как будто не было убитых 1200 человек, как будто просто евреи напали, просто им так захотелось. Евреев подкармливали, к большой своей ошибке подкармливали их. Нужно закрыть проект Хамас, путинско-иранский проект Хизбалла, Хамас обязательно. И сектор Газа должен перейти под контроль. Это внутреннее дело Израиля. Израиль должен охранять свои границы. Он 70-80 лет борется, и у него хорошая армия. Пусть охраняют, защищают. Внутри Израиля живет 2 миллиона арабов. Пускай эти арабы тоже, которые живут в секторе Газа, кто не хочет там куда-то в другое место уезжать, кто хочет остается, потихонечку какой-то там контроль дать. Я думаю, что государство, я всегда хотел за 2 государства, всегда выступал за 2 государства, Израиль и арабы Палестины. Но я так вижу, они не хотят это государство строить, они не могут его построить. Поэтому Израиль должен взять полностью все это под контроль и контролировать. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Ам Израиль хай. Адикюэр маш оль, друзья. До свидания.